Воскресный день, а тема, с которой приходится начинать выпуск, трагична. Уже почти неделю продолжаются бои в Грозном. И сообщения из Грозного, которые мы получаем по каналам информационных агентств, как и все последние дни, противоречивы. И Тартас сообщил сегодня, что федеральные войска прорвали блокаду центра Грозного. Представитель сепаратистов Мавлади Удугов в интервью агентству «Франс Пресс» опроверг эту информацию. Он заявил, что центр чеченской столицы по-прежнему контролируется чеченскими боевиками. А российские войска хоть и подошли к центру, но находятся в затруднительном положении. Косвенно эту информацию подтвердили сегодня Интерфаксу и в пресс-центре Объединенного командования федеральных войск Чечни. По данным пресс-центра, федеральные войска действуют в крайне сложной обстановке, поскольку их обстреливают со всех сторон, и у них практически нет тыла. Перед командованием стоит сложная дилемма – штурмовать объекты, занятые бандитами, а значит нести огромные людские потери, либо применять артиллерию и авиацию, что неизбежно приведет к огромным разрушениям. Самую горячую информацию мы получаем от нашего корреспондента Абрека Байкова, который каким-то чудом продолжает сообщать ее по телефону из окруженной гостиницы. Прошла наша пятая ночь в гостинице в центре осажденного Грозного. Она оказалась самой спокойной. Очередной штурм, к которому защитники объекта готовились как никогда серьезно, так и не состоялся. В 6 часу утра представителями федерального командования журналистам предложено было эвакуироваться. Как выяснилось, фактически на соседнюю улицу. Предложение было сделано буквально в ультимативной форме. У нас создалось впечатление, что у командования возникло желание в подтверждении своих успехов в центре города отрапортовать еще и об освобождении нашего брата. Замечу, первоначальная эвакуация не была предложена ни женщинам, ни строителям. Мы посчитали, что согласие на такую эвакуацию будет похоже больше на бегство. Абрек Байков, Ярослав Малышев, Владимир Сельцов. Вести из Грозного. Но около 6 часов утра из центра города были эвакуированы в безопасное место раненые военнослужащие и были вывезены тела погибших. 2 журналистам удалось сегодня ночью выбраться из гостиницы под обстрелом. Вместе с телами убитых и вместе с ранеными их доставили в Ханкалу, где с ними встретился наш корреспондент Александр Сладков. Сколько человек там осталось? И как осталось 10 человек. Радио «Россия», фото и Тартас. Кто еще? Остался РИА Новости, бригада Вестей, бригада Времени. Почему Вести не выехали? Они решили остаться и продолжать работать дальше. Пока не освободят город, наверное. Как